Я вот ценю трудности. Вот как бы это странно ни звучало, я люблю трудности, да. Мне кажется, вот задача трудная, да, вот ты смог ее выполнить, да, у тебя есть уже чем гордиться. Ты знаешь, что ты смог это сделать, и вот эти трудности, да, ну, кого-то привлекает, допустим, монотонная работа, да, утром пришел, вечером ушел. Это не для меня, да. Среди страниц его жизни самая яркая служба в органах. Беслан Илиев проработал в Ингушском полке 55-60, ныне управление Росгвардии более 19 лет. Желание связать себя с военным делом появилось еще в армии. Далее учеба и первая работа в погонах в патрульно-постовой службе. Она во многом стала определяющей в карьере нашего героя. В разных местах проработал в этом полку. Я был водителем, командиром отделения, пулеметчиком, в взводе связи, дежурным по КПП. Вот все эти должности, это я менял не потому, что, вот кто бы не подумал, что ища какую-то легкую службу. Приходилось, необходимость была, да, вот не хватало человека, да, я всегда заполнял то место, где не хватает человека, я шел на то место, где нужна помощь. И вот так переходила службу, и вот так закончил во взводе связи в 2000 году, да, 2014. Наш полк занимался всегда, вот, когда были внутренние войска, да, потом в Росгвардию перешли, а наш полк занимался обеспечением правопорядка. Мы патрулировали города. Время действительно было тяжелое. Сотрудники охраняли покой граждан и выполняли боевые задачи. Беслан Илиев и его сослуживцы не раз оказывались лицом к лицу с преступниками. Наш герой удостоен медалей, среди которых награда за безупречную службу, медаль Жукова, медаль за боевые заслуги и не только. Был один случай, 2004 год, по-моему, когда происходило какое-то, ну, бандгруппа переходила границу, да, и мы заслоняли это, перегораживали путь, короче, ну, засаду устраивали. Тогда командир части, ну, построил состав, который находился в лесу там, и сказал, что первый бой начнет Илиев. Ну, первый выстрел за мной был. Ну, понимаете, когда командир части говорит, да, что первый выстрел за вами, да, это, я считаю, это хороший знак, короче, да, что вы хороший воин. Поэтому вот этот случай, я считаю, это можно этим гордиться собой. Беслан Илиев все эти годы возглавляет региональную организацию «Ветераны боевых действий», руководит отделением детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена». Позвольте мне от лица начальника управления, командования, личного состава управления выразить вам слова благодарности за важную и нужную сейчас работу. И посредством вручения благодарственного письма спасибо большое. Это очень важное направление для нас. Сегодня это приоритетное направление. Спасибо. Беслан Илиев женат и воспитывает 5 детей. Сыновья мечтают пойти по стопам отца и связать свою жизнь с военным делом. Такие люди, как наш герой, доказывают на личном примере, как важно любить родину, заботиться о ней и передавать подрастающему поколению истинные знания. Рина Сычоева, Магомед Аскиев, Новости 24.